Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные гаремные турецкие гадания для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо за ваши добрые комментарии, за ваши лайки под видео и за ваши донаты. Благодаря вам, мои милые, мой канал растет и развивается. Земной вам поклон. Каждый раз, каждый день благодарю вас за все, что вы делаете для меня, и прошу высшие силы послать вам в 1000, в миллион раз больше, чем вы помогаете мне. Мои милые, тема сегодняшнего гадания звучит так. Глобальные события вашего будущего. Пожалуйста, посмотрите на песочек. Подумайте о своей жизни, о своих мечтах, о своих планах, о своих ожиданиях. Мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Какие глобальные события будут в моей жизни в будущем? Да? Что мне по судьбе прописано? Чего не изменить, чего не избежать? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте же посмотрим, какие глобальные события ждут вас в будущем, как поменяется ваша жизнь и ваша судьба. Так. Ну, начну я с того, что я вижу у вас здесь очень два сильных знака. Здесь и мудрость, и достаток. Вот как хотите. Вот мудрость и достаток, и здесь мудрость и достаток. Что касается глобальных событий, ну, вы станете намного мудрее, вы станете намного, скажем так, человеком состоятельным, да, состоявшимся, нацеленным на результат, на результативность. Уйдут страхи, сомнения, переживания, комплексы, зажимы, шоры. Вот как ни назови, да, вот неуверенность в себе, она уходит. В глобальном масштабе передо мной человек, который полностью меняется, полностью обновляется, да, человек, который, знаете, как бы выбирает жизнь. Жизнь со всеми ее красками, со всеми ее прелестями и радостями. Да, и который отказывается от того, что его тяготит, от того, что тянет его вниз. А у вас тут есть что вас тянет. Тянет вас и страхи какие-то, и сомнения, и зажатость, неуверенность в себе. Понимаете, вы человек, который, ну, скажем так, вы, конечно же, борец, вы, конечно же, сильный человек, но когда дело заходит за вас, за ваше личное счастье, за вашу судьбу, то почему-то вам кажется, что нет, ну нет. Я не могу, я не смогу, я не сумею. Легче там голову в плечи, да, и пойти там куда-нибудь в уголочек, посидеть, спрятаться, чтобы вас никто не трогал. Вот, вижу, что меняетесь, вижу, что вы открываете в себе свою ресурсность. Мало того, я еще вижу учителя, наставника, который вам помогает в этом, который дает вам очень хорошие советы, навыки, помощь вам оказывает. Человек, который вас, ну я не знаю, там, учит вас водить машину, да, машину вашей жизни, за руль вас садит, да, и учит вас быть рулевым, главным человеком в своей жизни. То есть это либо какой-то тренер, либо наставник, коуч, вот как хотите назовите. То есть кто-то вам в прямом смысле слова промоет мозги, но в хорошем смысле этого слова. И жизнь ваша вот от этого поменяется, потому что захочется и жить, и любить, и быть счастливым. Понимаете, что все было как надо. Мудрость от этого идет. Мудрость очень огромная. Огромный такой прям, знаете, ну, даже не знаю, как это назвать, да, то есть вот вы стоите, и у вас вот такой огромный багаж, да, багаж этой мудрости, этих знаний, этой ресурсности. Вот вы просто берете свои знания и материализуете их в денежку, да, например. То есть благодаря своей светлой головушке, своим золотым ручкам вы входите в фазу, когда у вас есть достаток сверх надобности, да, когда ваши затраты намного меньше, чем ваши доходы. Да? Доходы превышают затраты, у вас еще и излишек остается. Этим излишком, мало того, я еще вижу, что вы и делитесь с кем-то, да? Вы с кем-то еще и делитесь, что у вас настолько много, что вы даже можете поделиться. Вот такой момент у вас тоже есть. Так,
Здесь детская тема, у нас есть детская тема, глобальные перемены. Ну, рождение детей, понимаете, рождение детей, рождение внуков. Вот, кстати, идет такой момент, кто-то, возможно, ребенка и усыновит, либо удочерит. То есть ребенок, какая-то бедная душа, несчастный, лишенный счастья ребенок. То есть просто здесь может быть момент какого-то неожиданного решения, спонтанного решения, но абсолютно правильного. Понимаете, вот кто усыновит, вот знаете, что вам вот от этого усыновления тут огромный плюс вам в карму, в вашу судьбу и в вашу жизнь. Ни одного дня не пожалеете о том, что вы на это пошли. То есть какой-то такой момент. Может быть, кто-то из деток ваших, например, знакомых, родных, кто останется один, вы этого ребенка себе заберете. Ну а в целом вот идет именно появление детей в семье. Еще раз говорю, это могут быть ваши дети, это могут быть внуки, братья, сестры, там, племянники, племянницы, крестники, понимаете? Вот такая детская энергия входит в вашу жизнь. Обновление вот именно за счет детской энергетики. Так, еще момент двух людей, которые преодолевают либо проблемы, либо расстояние между друг другом. Это вот встреча каких-то двух зрелых людей, да, это не там Ромео и Джульетта, да, сколько им там было, 14-16, да. Нет, это уже более взрослые люди, более зрелые люди, которые были уже в отношениях. Причем, ну, как говорится, и Крым, и Рим прошли, да, вот прям много всяких испытаний прошли в отношениях. Где-то было вообще плохо, где-то было никак, да, но тем не менее было. Вот два человека, они преодолевают расстояние. Это расстояние может быть как и фактическое километры, так и ментальное. Вы это расстояние преодолеваете, и вы соединяетесь. Соединяетесь в пару двух равных партнеров. То есть это не так, что типа мужчина там главный, женщина подчиняется, либо наоборот, там подкаблучник и властная жена. Нет, это именно два равных партнера, которые друг друга делают счастливыми людьми. Если вы сейчас в хороших, добрых отношениях с вашим мужем, то все равно и у вас между вами есть какой-то вопрос нерешенный, либо несколько вопросов. Вам удастся их закрыть, и будет вот именно счастливая, добрая семья, где вообще никаких вопросов в принципе возникать не будет. Да? Разве что там, куда мы летом, например, отдыхать поедем. Да? А если вы не в паре, либо ваши отношения очень сложные, то смотрите, вот сквозь преодоление, сквозь расстояние, сквозь время и пространство вы с друг другом встречаетесь. Здесь как бы и женщина такая, знаете, хлебнувшая, и мужчина такой натерпевшийся. Вот два одиноких человека. Возможно, в вашей жизни и есть люди, возможно, вас окружают, и муж у вас есть, но вы себя чувствуете одинокой. А в будущем у вас будет такой человек, который станет частью вас. Понимаете, просто станет частью вас. Вот такой момент происходит. Соединение двух людей. И знаете, это действительно равные партнеры, равные во всем. И в любви, и в чувствах, и в отношении, и в проявлении. То есть это не там, детально равно, да, что муж там приносит 1000, и жена должна 1000 положить. Нет, это вот именно когда люди вот дополняют друг друга, дают одинаково друг другу, да, и в отношениях, и в чувствах. То есть прекрасный момент. Мне вот такие картинки очень нравятся. Я всегда именно за такие равноправные отношения, в которых нету каких-то там зависимостей, страхов, каких-то вот, знаете, агрессивных моментов. Здесь люди любят друг друга, они с друг другом хорошо себя чувствуют, и их несчастье, когда они вместе, когда они видят улыбку и счастливые глаза друг друга. Вот такой момент. Здесь у меня идет и общий дом, и какое-то общее дело. Смотрите, здесь два человека. Один вот чем-то управляет, руководит, и второй человек чем-то управляет и руководит. У меня такое чувство, что либо вы вместе будете работать, либо что-то вы вместе создаете, да? Ну, тут больше как работа идет, может быть какой-то совместный бизнес, какие-то совместные дела, потому что вы под одной крышей, но вы как будто бы разное дело делаете, но вы все равно объединены одной целью, одной идеей. То есть вот это вот прекрасно, просто прекрасно, что-то общее, что-то вот идет в одну семью, в один кошелечек, да?
в 1 очах. Здесь замечательная ситуация, причем я вижу, что хоть дела у вас разные, да, но и то дело очень полезное, очень полезное. И ну, кто-то из вас прям очень много зарабатывает, а второй вот эти деньги как-то правильно, не знаю, там инвестирует, вкладывается, тратит с умом. То есть какой-то такой момент тоже присутствует. Так, что касается вашего будущего, да, мужчины, который будет с вами, либо мужчины, который уже с вами. У этого мужчины есть какой-то хвост. Вот у него есть хвост. И в будущем вот, либо он откроется, что у него есть хвост, и вы примете и смиритесь с этой ситуацией, либо ну, вы сами об этом узнаете и вот просто поговорите, что да, все равно, что там у тебя есть. Кто у тебя есть? Это, кстати, может быть ребенок. Ребенок от предыдущего брака, либо кто-то из семьи, кого придется принять к себе. То есть вы это сделаете с добрым, открытым сердцем. И знаете, это будет, ну не знаю, самый, наверное, лучший, дорогой подарок для мужчины. Например, у него мама там одна останется, да, и вы скажете: пусть твоя мама живет с нами, я буду за ней ухаживать, буду ей помогать. И знаете, это будет просто ну, верх блаженства для вашего мужчины, верх счастья. Вот такой момент я у вас тоже вижу. Знаете, мне очень нравится то, что я вижу в этом песке, мои милые. Здесь я не увидела каких-то очень таких негативных моментов, ну, кроме того, что вы сами внутри себя накрутили. А в будущем, будущее, ваше глобальное будущее, оно просто прекрасно. Здесь у нас и счастье, и дом, и быт, и деньги, и хорошие, прекрасные отношения. Я от всего сердца, от всей души желаю, чтобы поскорее это все у вас в жизни и настало. На этом у меня все. Гадание закончено. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.